Да-да-да, слушаем вас. Какой у вас вопрос был? У меня вопрос такой. У меня, значит, сват 64 года ему исполнилось. Все время ходил к врачам, все время несколько раз делали томографию легких. Все, попадает в больницу 13 августа. Там выясняется, что у него метастазы, все. 15 сентября попадает в онкологию. И 20 сентября умирает. Почему при всех нигде ничего, вообще нигде ничего, анализы отличные, все. Так как вот распознавать этот рак? А какой у него рак-то был? У него рак легких, и метастазы уже в костях были, в щитовидке. Кто пообщается? Значит, Марина Анастасьевна, с вами сейчас переговорит Дмитрий Викторович Сауткин, исполняющий обязанности заместителя главного врача по лечебной части государственного учреждения Республиканский онкологический диспансер. Послушайте, что он вам скажет. К сожалению, рак легких является очень серьезным заболеванием, и причин для такого скрытого течения очень много. Зачастую это заболевание стоит на первом месте по причине смертности среди мужского населения как в нашей республике, так и в России, так и в мире в целом. И поэтому бывают такие ситуации, когда болезнь себя на своих начальных этапах, на начальных стадиях себя ничем не проявляет, а пациенты уже обращаются к нам с вторичными изменениями, уже тогда, когда появляются отдаленные метастазы. И уже потом, обследуя пациента на предмет первичной опухоли, откуда взялись эти изменения, то, что вы говорили, в костях, в щитовидной железе, выходим на диагноз злокачественного образования. И в том числе Нет, я говорю о том, что человек постоянно в течение 3 лет делал бронхоскопии, КТ легких. Это же не просто он просто ходил там, лечил бронхит, а именно обследовался. Флюорография даже в мае месяце показала, что у него нет никаких изменений. Кроме пневмоторакса, что ли, но сказали, что это возрастные изменения. А остальное это все нормально было. Анализы вообще хорошие, отличные были. Значит, диагностика такая. Бывают, к сожалению, и такие ситуации, это не только в нашей республике и в России, но и в мире в целом, тогда, когда первичная опухоль, она вообще может не определяться. Мы видим запущенный рак, множество отдаленных метастазов, все органы поражены, а саму первичную опухоль при тщательнейшем обследовании, та же самая компьютерная томография, если говорить про рак легких и бронхоскопия, не находим первичной опухоли. Она может быть настолько мала, что на сегодняшний день наисовременнейшие способы обследования, наисовременнейшая аппаратура, она в каких-то ситуациях не позволяет определить первичную опухоль. Не исключено, что и в вашей ситуации сама опухоль, она была настолько мала, что была недоступна методом обследования, проведенным вашему родственнику, а то, что столкнулись с тем, что уже вот эти множественные метастазы, которые, в общем-то, и были диагностированы. И процентов 25 всех пациентов, ну, может быть, чуть меньше, 20-25%, с чем пациенты обращаются к нам, вот как раз приходится на вот такие вот раки неустановленной локализации, тогда, когда мы имеем уже отдаленные метастазы, а первичные опухоли на момент обращения выявить не можем. Она может быть выявлена в последующем, тогда, когда пациенты получают соответствующее лечение, и иногда даже хорошее лечение, которое продлевает им жизнь и намного, или улучшает их качество жизни. И в последующем уже при динамическом наблюдении может выявиться эта первичная опухоль. Такие ситуации, они, к сожалению, не редкость. Ну а какие-то вот есть методы, которые помогают на сегодняшний день основной метод диагностики. Тоже не показывают. Марина Анастасьевна, послушайте, какие методы существуют.
На сегодняшний день метод скрининговой диагностики опухолей, злокачественной опухолей легких является все-таки флюорография уровня грудной клетки, которую должны проходить и мужчины, и женщины ежегодно. Но если она не И показывает, это обследование, оно, в общем-то... я касаемо себя, у меня эмфизема легких, астма, и плюс у меня липоидная опухоль средостения. Я на томографии выявили вот эту опухоль, на флюорографии ее не показала. Ну, если флюорография не показала этой опухоли, скорее всего, она небольших размеров, и вот эти вот липомы, парастернальные липомы, которые это жировая опухоль доброкачественная, которая располагается в средостении, они, в общем-то, не опасны для здоровья, они требуют только ежегодного наблюдения. В вашей ситуации, если флюорография не показала это обследование, скорее всего, нужно будет проходить ежегодную компьютерную томографию уровня грудной клетки. Вот, потому что если брать рак легких, то два основных вида рака легких бывает. Это периферический рак легких, который развивается непосредственно в самой легочной ткани, и центральный рак легких. И вот центральный рак легких, который тоже значительную часть составляет, процентов 30-40% от общего числа заболевших, то его, к сожалению, на флюорографии при начальных стадиях не выявишь. И здесь уже имеет значение клиника, с чем пациент приходит на прием к врачу. Чаще всего это поликлиническая служба, терапевтическая служба, участковый терапевт. Если у пациента в течение длительного времени имеется какой-то бронхообструктивный синдром, человек постоянно кашляет, кашель такой надсадный, малопродуктивный, или если кашляет, то с примесью мокроты, то это уже показания для более углубленного обследования. То, что и было, в общем-то, и в вашей ситуации, это исследование трахеобронхиального дерева, или эндоскопическое обследование, или компьютерная томография, которая тоже в этих ситуациях может нам помочь в диагностике рака легкого, который располагается в бронхах, центральный рак легкого. Спасибо. А, к сожалению, вот эти онкомаркеры, которые сейчас широко и на слуху, они, в общем-то, для диагностики злокачественных новообразований практически всех локализаций, именно как диагностика, они не используются. Они используются, но цели совсем другие цели. Ну, спасибо вам за вопрос, Марина Анастасьевна. Услышали ответ, да, который хотели получить? Да. Угу, спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Так, ну вот пока звоночек не поступает, может тогда расскажете о первичных онкологических кабинетах, как туда можно попасть, любой ли может туда попасть, вообще какая система по этим кабинетам? Давайте тогда отвечу на этот вопрос. Угу. Значит, поскольку я совмещаю не только работу в поликлиническом отделении онкодиспансера, но еще и совмещаю в первой поликлинике, центральной поликлинике города Сыктывкара, значит, в принципе, попасть на прием к онкологу никакой сложности не представляет. Это может быть либо направление от терапевта, лечащего врача, если человек обращается с какими-то определенными жалобами, и терапевт сомневается в постановке диагноза, он может назначить консультацию онколога по месту жительства, в том числе через регистратуру. Нет никаких проблем записаться к онкологу напрямую и по номерку попасть к нему на прием, либо попасть на прием в порядке живой очереди. Вот и все. А онколог уже первичного онкологического кабинета смотрит и может либо исключить заболевание, либо, если он подозревает какое-то злокачественное образование, может порекомендовать для обследования уже на базе специализированного учреждения онкодиспансера. То есть, получается, в каждой поликлинике имеются такие первичные онкологические кабинеты, да? То есть это нет отдельного какого-то центра, да? Нет, в данный момент, да, то есть в городе такая вот тенденция идет, что все поликлиники городские так или иначе имеют ставку врача-онколога, которая, в общем-то, сейчас занимается соответствующими специалистами. И не только городские поликлиники, это все и в территориях, центральная районная больница и поликлиники при них, они, в общем-то, тоже имеют в своем штате врача-онколога. В всяком случае, большинство территорий у нас в республике, комплектованность там порядка, наверное, 70%, где-то, конечно, еще не хватает специалистов, но тем не менее тенденция к тому, что в каждой районной поликлинике должен быть такой первичный онкологический кабинет, и который
укомплектован врачом-онкологом. Это не просто врач-онколог, это сертифицированный специалист, это врач, прошедший соответствующую подготовку, имеющий соответствующий сертификат по этой специальности. Ну и, в общем-то, районы, они, в общем-то, тоже, ну, может быть, еще в чем-то обделены, но, тем не менее, работа в этом направлении ведется. Каждая территория, каждая поликлиника, она должна иметь в своем штате такой первичный онкологический кабинет. То есть районы обращаются, жители районов, да, активно обращаются. Вообще вот много людей приходят в такие первичные онкологические кабинеты? Статистика есть какая-нибудь по посещаемости? Ну вот по посещаемости, если за прошлый год, то порядка 20 тысяч обращений в первичные онкологические кабинеты было, и число направленных после приема специализировано уже в нашу поликлинику, в наше диспансерное отделение, чуть больше 4000. И среди этих направленных уже на дообследование, уточнение диагноза в поликлинику республиканского онкологического отделения чуть меньше 2000 подтвердились диагнозы и злокачественного образования, каких-то предопухолевых заболеваний, которые потребовали дальнейшего диагностики и лечения на базе онкологического диспансера. То есть работа в этом направлении ведется. Каждый год приходят новые специалисты, которые проходили подготовку на базе или нашего онкологического диспансера, или где-то на других клинических базах с соответствующими знаниями, с соответствующими сертификатами. Они, в общем-то, приступают и приступили уже и работают, и в том числе и на территориях. На территориях их очень много. А как вот определить, что вот пора идти к онкологу, да, есть подозрения? Как человек может определить, что вот нужно провериться? Ну, предпосылки вообще, как вам сказать, предпосылки. Каждый человек должен посещать смотровой кабинет. Есть еще такое понятие смотровые кабинеты, в том числе, которые и мужчины должны посещать ежегодно. Сейчас мы от этого отошли, но в настоящее время возвращаемся к этому. Раньше, вперед, я не знаю, советский период, как его обозвать, эта система очень хорошо работала. Смотровые кабинеты вели полицевой учет, то есть женщины старше 30 лет, все-таки это больше женского населения касалось, они заносили соответствующие списки и ежегодно должны были побывать в этом смотровом кабинете. Где... Здравствуйте. Да, слушаем вас. Как вас зовут? Откуда звоните? Здравствуйте, меня зовут Елена Александровна, я звоню с Красногорского района. Так. Вот у вас сегодня тема, которая меня очень волнует. В круге моих близких и знакомых люди переболели раком и умирали от рака. И вот мне 34 года, на что стоит обратить внимание в профилактике рака? Елена Александровна, с вами сейчас переговорит кто у нас? Денис Александрович Лужков, исполняющий обязанности заведующего поликлиническим отделением республиканского онкологического диспансера. Послушайте, что он вам скажет. Елена Александровна, здравствуйте. Как только что сказал Дмитрий Викторович Соловкин, значит, вам нужно, как и всем женщинам, проходить ежегодный медосмотр. Очень плохо слышно. Это громкая связь. Да, громкая связь. Елена Александровна, слышите меня? Да, нормально, да. Так. Значит, вам, как в принципе любой женщине, каждый год нужно будет проходить, необходимо проходить медосмотр в поликлинике по месту жительства. То есть проходить смотровой кабинет, где обязательно берут мазки на онкоцитологию, смотрят грудь, и по показаниям женщина отправляет на маммографию. Все женщины старше 40 лет один раз в 2 года обязательно должны делать маммографию. Это бесплатно, да? После 40? Да. Также каждый год необходимо делать флюорографию легких. А скажите, пожалуйста, в Красногорском районе
Как мне известно, он есть, да. Есть, да? Потому что в этом году еще, конечно, не обращаются вот на медосмотр. В прошлом году нам приходилось проходить платно, и УЗИ молочных желез в соседней Ухте. Так, ну. В этом году наша ситуация изменилась. Спасибо большое. Спасибо вам. Что с ним специалистов нет? Ну, я еще могу дополнить то, что вот касается смотровых кабинетов. Это, в общем-то, там не только еще молочная железа осматривается. В идеале это осмотр человека вот вообще снизу до верху. Все то, что можно посмотреть снаружи, все должно быть посмотрено. Это и все кожные покровы, это и слюнные железы прощупаны, и щитовидная железа, и видимые слизистые оболочки, и все группы периферических лимфоузлов, доступных вот для пальпации. У женщин это, конечно, молочные железы, это вот то, что говорил Дмитрий Александрович, осмотр на кресле, взятие мазков на онкоцитологию, плюс бимануальное исследование матки и придатков, и исследование прямой кишки. То же самое, в общем-то, касается и мужчин, они тоже должны посещать эти смотровые кабинеты со всеми вот этими вот обследованиями. Кроме того, скрининговый метод обследования у мужчин, это единственное то, что мы говорили, начали разговор про онкомаркеры, это единственный онкомаркер, который позволяет нам практически диагностировать злокачественное новообразование предстательной железы, рак простаты. Это простат-специфический антиген. То есть мужчинам старше 45 лет, хотя бы раз в год, желательно сдавать анализ на вот этот онкомаркер, простат-специфический антиген. Да, все... Дополню, пожалуйста, что из всех онкомаркеров известных вот сейчас, пожалуй, один из самых специфичных все-таки является именно простат-специфический антиген. В этом отношении, наверное, мужчинам, если так можно выразиться, повезло в какой-то степени. Звонок и... Прямая линия, здравствуйте. Здравствуйте. Это к вам обращается Шеша, станица База, поселок. Так. Ой, с кем я разговариваю? Вы на прямую линию звоните. У нас специалисты онкодиспансера сегодня. Да. Вы на прямую линию звоните? А мне, да я не знаю, Ой, вы знаете, давайте после 3 перезвоните, пожалуйста. Хорошо, после 3. Спасибо. Продолжим. Так, а на чем мы остановились? Просто мужчинам повезло. Повезло, да. А еще, разумеется, из таких вот профилактических соображений, если мужчины испытывают некоторые затруднения при мочеиспускании, конечно же, они должны в первую очередь показаться урологу, проверить предстательную железу, и если будет диагностирована доброкачественная гиперплазия предстательной железы или аденома, особенно в совокупности с повышением простат-специфического антигена, то тоже необходимо будет дообследоваться на базе онкологического диспансера по месту жительства и, в общем-то, выполнить процедуру под названием, собственно, пункция предстательной железы на наличие атипичных клеток предстательной железы, которые могут позволить, так скажем, определить показания для госпитализации и дальнейшего лечения на базе онкодиспансера. Так, а вот давайте обсудим раннюю диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта. Все-таки у нас многие питаются неправильно, да, и у многих и гастриты, и язвы, и прочее. Как вот с желудком с нашим быть? Как определить, что пора обращаться? Ну, к сожалению, говорить о ранней диагностике заболеваний, онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта очень трудно, потому что нет такой диагностики. Здесь можно говорить о чем? Здесь можно говорить о том, что рак чаще всего развивается не на пустом месте, не на ровном месте. Здоровый человек раком желудка, пищевода, ободочной, прямой кишки
не заболеет в большинстве своем. То есть имеются какие-то хронические заболевания не онкологического плана или какие-то предопухолевые заболевания, которым пациент страдает достаточно длительное время и которые требуют диспансерного наблюдения в общелечебной сети и у онкологов. Если какие-то язвенные болезни, хронические язвы желудка, пациент должен проходить диспансерное обследование у терапевта по месту жительства, либо гастроэнтеролога, соответствующее обследование. Это и эндоскопическое обследование, хотя бы, не знаю, раз в год делать гастроскопию, и рентгенологическое обследование желудка, потому что бывают такие формы роста опухоли желудка, рака желудка, которые трудны для эндоскопической диагностики, а могут быть выявлены только вот при рентгенологическом обследовании желудка. То есть, если человек страдает язвенной болезнью желудка, он уже относится к группе риска, и он должен получать и проводить вот эти все диспансерные обследования тоже регулярно. Не обязательно это должен быть онкологический диспансер или там, не знаю, обращаться с этим в первичный онкологический кабинет. Это основная, в общем-то, эти пациенты, они наблюдаются профильно у своих специалистов, терапевтов ли, или если имеет штат гастроэнтеролог в штате поликлиники, то гастроэнтеролог. То же самое относится и к заболеваниям толстого кишечника. Так что, в общем-то, По идее, предпосылки любого рака должны быть, ну вот, например, рак кожи, да? Как, очень много говорят про родинки, да, что вот у кого много родинок, это, значит, есть какие-то предпосылки к раку, пугают, постоянно по телевизору, по крайней мере. Да? Мы уже говорили про это, мы говорили про смотровые кабинеты. Смотровые кабинеты, где каждый человек старше 30 лет должен раз в год показываться, и там же в том числе и вот эти вот пигментные образования на коже, родинки, неусы, папилломы, все там может быть осмотрено. Кроме этого, с этими же изменениями на коже пациент может обращаться и к хирургу. То же самое осматриваться. Если какие-то изменения, какие-то подозрения у хирурга имеются, он, естественно, направляет к онкологу. Или это будет онколог первичного онкологического кабинета, или это будет онколог-специалист, не знаю, какой-то частной клиники, или это будет онколог в нашей поликлинике онкологического диспансера. Вот. Кроме того, имеется и самоконтроль. То, что пациенты, которые обращаются уже непосредственно на прием к онкологу, они получают рекомендации, ежегодные осмотры и самоконтроль. То есть смотреть за этими родинками, как они себя ведут в течение вот этого времени, когда пациент прошел один осмотр, еще не дошел до другого. Нет ли изменения формы, цвета, какие-то беспокойства в плане зуда, неприятных ощущений. Ну и вот такие вот ситуации. То есть если пациент в процессе самоконтроля вот это вот отмечает, он, естественно, идет уже на прием. Алло, как подозрение на какие-то изменения уже специалист потом определяет. Есть какие-то основания для беспокойства или все нормально. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Людмила. Людмила, откуда звоните? Я с места работы. Из Сыктывкара, да? Из Сыктывкара, да? А? Из Сыктывкара звоните, да? Да, Сыктывкара, да. Ага, Людмила, задавайте свой вопрос. Ага, значит, как можно попасть к онкологу на осмотр, минуя терапевта, потому что там к терапевту, потом идет электронная запись, потом там еще через 2 недели только возможно будет попасть. Вот. Дело в том, что, скажем, мы прошли профосмотр, у меня вот есть снимки после маммолога, и УЗИ, и все это у меня на руках. И вот как мне ускорить процесс попасть к онкологу на прием? Людмила, с вами сейчас пообщается Вадим Викторович Торлопов, врач-онколог Республиканского онкологического диспансера. Здравствуйте, Людмила. Вы меня слышите? Да, Владимир Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Вот, я бы хотела попасть к вам на осмотр. Ну, я имею в виду в онкодиспансер. Я вас понял. Значит, во-первых, во всех поликлиниках города существует ставка онколога, в том числе, вы в какой поликлинике наблюдаетесь городской? Можно вопрос? Значит, это у нас будет 2-я поликлиника.
Ну, вторая, ну, здесь, в общем-то, не важно. В любом случае вы попадете в первую очередь, должны будете попасть к онкологу вашей поликлиники по месту жительства, потому что ставка онколога там имеется. Онколог по месту жительства вас осмотрит и ознакомится с данными всех ваших обследований и определит показания для дальнейшего обследования уже на базе онкодиспансера, если таковые имеются. Также он может записать вас и в том числе и по электронной записи к онкологу диагностического центра, ну, в смысле поликлинического отделения на базе диагностического центра. И, в общем-то, ну, примерно вот так это все происходит. Да, дело в том, что я вот звонила сегодня в онкодиспансер, хотела сразу записаться, но мне сказали только через терапевта. То есть потом электронная очередь, и через 2 недели мы можем вас принять. Да, ситуация такая, что либо терапевт может дать электронное направление, либо дать онколог. Вам предпочтительнее было бы попасть на прием к онкологу по месту жительства, потому как при наличии каких-либо действительно таких вот серьезных показаний для дообследования, онколог поликлиники по месту жительства может, в принципе, ускорить процесс записи на прием к онкологу онкологического диспансера. Я поняла. Спасибо. Да, пожалуйста. Всего доброго. Всего доброго. Так, ну вот вы говорите по возрасту, да, что старше 30 каждый должен проходить ежегодное обследование. А как же вот люди моложе 30 лет, они не должны проходить это обследование? И вообще Смотровой кабинет? Да. Нет, ну есть декретированная группа населения. В принципе, любой человек, который находится на учете в данной поликлинике, он и имеет право и может прийти в смотровой кабинет, получить соответствующий вот этот вот минимум обследований и быть спокоен, чаще всего быть спокоен за свою дальнейшую судьбу в плане каких-то вот таких этих онкологических изменений. Но сами вы все прекрасно понимаете, что чем человек старше, тем вероятность заболеть злокачественным образованием, она повышается. И эти риски, они, в общем-то, с годами только увеличиваются. А какой возраст у нас, ну вот онкозаболеваемых, онкобольных? Ну, средние, так вот, приближенно, да, это, ну, старше 60 лет. Если рассматривать отдельные локализации, то достаточно молодой возраст. Рак шейки матки молодеет, рак молочной железы молодеет. Вообще онкология, она молодеет. Не редкость, что касается заболеваний женских половых органов, рак шейки матки в частности, женщины молодые, чуть старше 20 лет, до 30 лет это уже не какая-то там КВИС. То же самое касается молочных желез. Если такие случаи были единичные, вот, то теперь женщины чуть старше 30 лет и моложе уже по 2, по 3, а то и больше год проходят через наше отделение с злокачественным образованием молочных желез в частности. То есть рак, он молодеет, и не только эти локализации, и другие. Ну, с чем это связано? Причины рака в общем и целом, они до конца неизвестны, такое общее представление. Вот. Так что. Какие лидируют онкологические? Ну, если брать женщин, то это рак молочной железы. Если мужчина, это все-таки рак легкого, рак желудочно-кишечного тракта, рак желудка, рак ободочной кишки. У женщин, в принципе, то же самое получается. Рак ободочной кишки на втором месте стоит. На сегодняшний день вот такие вот скрининговые методы диагностики начальных форм рака, они разработаны только это для рака шейки матки, вот то, что ежегодные мазки на онкоцитологию берутся, и маммографическое исследование для выявления ранних форм рака молочных желез, молочной железы. И задача вот этих скрининговых методов обследования как раз выявить болезнь
на том этапе, тогда, когда она никакого беспокойства, никаких неудобств, никаких жалоб не представляет и не вызывает у пациента. То есть самое-самое начало. Но если вот ранняя стадия, то насколько можно действительно вылечить человека? Ну, рак, болезнь коварная, и говорить о том, что можно вылечить человека, может быть, это не совсем корректно. Говорить можно о стойкой ремиссии, о длительной ремиссии. Бывают такие ситуации, что даже при первой стадии рака любой локализации проходит длительный безрецидивный период, десятки лет, и 20 лет может пройти, и через 20 лет возникает рецидив заболевания или появляются отдаленные метастазы, а человек уже забыл, что когда-то он перенес лечение по поводу онкологического новообразования. Вот. Ну, конечно, чем раньше замечен рак, тем вероятность излечения она выше. При первой стадии, в общем-то, для всех локализаций это порядка 90% и выше. Прямая линия, здравствуйте. Здравствуйте. Полоский селян, беспокоит вас. Угу. Алло. Да, слушаем вас. Можно задать вопрос? Да. Антонина Анатольевна, слушаем вас. Алло, добрый день. Да, как вас зовут? Кравченко Галина Арсеньевна. Галина Арсеньевна, слушаем вас. Был звонок с Полозина. Ушел Егор Павлович уже третий год как онкобольной. Выписали ему лекарство, препарат такой, Бевацумат. И обращались во все аптеки города Сыктывкара и отметили, что у Минздрава даже нету договора о поставке этого лекарства. А такое лекарство назначает врач-онколог. Ну, тут я даже не знаю. С одной стороны и аптечная сеть, да? Да-да. А с другой стороны... Но Минздрава даже нету действительно вот А что за болезни у вас? Галина Арсеньевна, с вами сейчас переговорит Дмитрий Викторович Сауткин, исполняющий обязанности заместителя главного врача по лечебной части Республиканского онкологического диспансера. Хорошо, очень приятно. А что за болезнь у вашего родственника? Алло. Что за болезнь у вашего родственника? Повторите вопрос, я только... Извините, что за болезнь у вашего родственника? У него рак кишечника. Еще раз препарат повторите. Бевацумат. Ну, это международное название, он используется под другим названием, более распространенным, которое непосредственно используется, так сказать, в работе. Просто такие определенные требования, вот эти все лекарства, они, в общем-то, имеют одно свое общее название международное, а различными фармацевтическими фирмами выпускаются под другими названиями. И в вашей ситуации это лекарство называется Авастин. Вот. И каким образом оно было порекомендовано. И, в общем-то, это лекарство, оно имеется же в наличии у нас? Сейчас не было. Ну, понимаете, Поставки даже не было в этом году. ну, это действительно вопрос, может быть, не совсем к нам, но да, это лекарство, оно, в общем-то, используется, и пациенты его получают. Но, сами понимаете, на бумаге иногда у нас бывает одно и все хорошо, а по факту и в жизни мы сталкиваемся с определенными трудностями, в том числе и с трудностями в обеспечении лекарственными препаратами. Но, тем не менее, я думаю, что этот вопрос должен как-то у вас разрешиться. Помимо этого лекарства, есть и другие препараты, которые используются для лечения злокачественных образований желудочно-кишечного тракта и вот толстой кишки в частности. Ну, я вот все понимаю, но все-таки онкобольной, он борется за жизнь уже который вот третий год, да, и доктор должен, наверное, задуматься, какое лекарство есть и вот какое выписать ему. Это же действительно знаете, здесь конкретная ситуация, я не могу вам посоветовать, но Галина Арсеньевна, а оставьте свой контакт, номер телефона, чтобы мы смогли с аптечным центром пообщаться, да?
и узнать, как там дела обстоят по этому препарату. Номер телефона Свой, да. Угу. 93 561. Угу. Все, записали. Спасибо, Свяжемся до с вами. Ага, всего доброго. Возможно, есть вопросы какие-то? Есть. Угу. Много сейчас говорят о прививках от рака шейки матки. То есть говорят, что если заранее там сделать, можно ли обезопасить себя, так сказать, благодаря прививкам? Да, есть такие Так, сейчас, прививки. да. Ага. Прямая линия, здравствуйте. Девушка, я хотела бы узнать, где я могу пройти полное обследование на онкологическое заболевание? А как вас зовут? Снежана. Снежана, откуда звоните? Из Сыктывкара? Эжван. Эжва, да? С вами сейчас пообщается кто? Денис Александрович Лужков, исполняющий обязанности заведующего поликлиническим отделением Республиканского онкологического диспансера. Ага. Снежана, здравствуйте. Вы слышите меня? Кто-то не слышит сегодня. Алло. Алло, Снежана, здравствуйте. Да, здравствуйте, Денис Александрович. Так, я бы вот хотел уточнить, а вы обследоваться с какой целью хотите? Профилактическое, чтобы знать. С профилактической, значит, Заранее. в данной ситуации вам нужно подойти к своему терапевту по месту жительства. Вот, и чтобы он вам дал направление на соответствующее обследование. То, что вас беспокоит. У вас жалобы Меня ничего не беспокоит, он мне даст направление? Меня ничего не беспокоит, я просто хочу знать, и все. То есть, предрасположенная, не предрасположенная, мало ли. Вот просто без каких-нибудь жалоб он не может дать это направление? Алло? Алло? Ну, ответьте что-нибудь. Давайте я дополню, вернее, постараюсь ответить на ваш вопрос. Зовут меня Дмитрий Викторович. Мы уже вот здесь вот говорим как раз о том, каким образом можно выявить на ранней стадии злокачественное образование. Вот. И, к сожалению, очень мал тот круг болезней онкологических, которые человеку без жалоб можно, вот так вот придет на прием и выявить. То, что мы с вами, ну не знаю, это где-то, вот наш разговор, он уже где-то был слышен или нет. В общем, вам нужно для начала посетить смотровой кабинет, который женщины должны посещать ежегодно. Ну, я уже давала, Вот. не показать. Это не только взятие мазков на онкоцитологию с шейки матки, это и осмотр кожных покровов, это и осмотр щитовидной железы, это осмотр слюнных желез, это осмотр периферических лимфоузлов, это осмотр прямой кишки, это бимануальное исследование матки и придатков. Вот о чем мы говорим. Это вот то, что можно посмотреть и выявить какие-то предопухолевые или опухолевые изменения у пациента, которого ничего не беспокоит. Вот он просто пришел на прием, этот смотровой кабинет, и вот такие вот обследования пройти. Это первый момент. Второй момент, то, что мы говорили, ежегодная флюорография. Каждый пациент должен проходить ежегодное флюорографическое обследование. Это то, что мы можем каким-то образом проконтролировать состояние легких. Нет ли там каких-то опухолевых изменений. Это не только опухолевые изменения, это опять же туберкулез легких, который является тоже серьезным заболеванием и диагностируется при помощи этого обследования. Ну и третий момент, если ваш возраст уже старше 35 лет, то в принципе уже можно пройти и маммографию, потому что первичная маммографическая... На сегодняшний день те обследования, которые можно и нужно пройти в плане скрининговой диагностики рака начальных локализаций, то, что вот доступно непосредственно на сегодняшний день, вы уже прошли.
все остальное это уже обследование по показаниям. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, которые требуют диспансерного обследования, наблюдения, будь то желудочно-кишечный тракт, или женские половые органы, или органы грудной клетки, легкие, вот эти вот обследования уже они делаются по показаниям или в плане диспансерного обследования соответствующих болезней. Но в любом случае, мне сначала к терапевту нужно идти. И на что-то пожаловаться. Я так понимаю, у вас есть какая-то канцерофобия, боязнь рака. Да, боязнь. Потому что вокруг очень много людей, которые болеют раком и умирают, к сожалению. Поэтому, да, практически начинается панический страх уже. Поэтому я захотела изучить все эти неприятные моменты, чтобы мне потом не сказали на большой стадии на какой-нибудь. Понимаете? Я это все понимаю, и эта проблема не только нашей республики, нашего диспансера, это проблема человечества в целом. К сожалению, поголовно каждого человека обследовать, делать ему компьютерную томографию, какие-то эндоскопические обследования. Человек не пойдет, а вот такой как я хочу пройти, я хочу легкие проверить, я хочу вот там живот, все, где вот так может быть, я хочу это все проверить. Без проблем. Вот я говорю, мне нужно вот такие обследования полностью. И кто, получается, по нашим словам, получается, не терапевт не дает направление. Я, пожалуйста, на желудок. Я просто могу прийти, пожалуйста, на желудок. Он мне даст там желудок проверить. Так я понимаю. Лучше кашель, он мне даст там легкие проверить. Это все нормально, я понимаю. Мне нужно на что пожаловаться. Чтобы конкретно, орган проверять. Так? Приблизительно так, только у вас, так сказать, определенная канцерофобия присутствует, боязнь рака, и, к сожалению, нет таких вот программ национальных, так скажем, или еще что-то здравоохранения, которые бы проверяли у человека все и за бесплатно. На сегодняшний день, к сожалению, этого нет. Диспансеризация. Ну и вот то, что мы говорим, диспансеризация. Но диспансеризация, она, в общем-то, все вопросы, у вас, даже пройдя диспансеризацию, все вопросы по всем болезням, по всем органам, она все равно не снимет. Но, тем не менее, эту диспансеризацию проходить надо. И вот эти обследования, скрининговые обследования, которые доказали свою эффективность, в том числе и экономическую, и прочую, вам, конечно, их проходить надо, к которым относится посещение смотровых кабинетов с взятием онкоцитологии мазков шейки матки и маммографическая флюорография органов грудной клетки. Вот это вот тот минимум, который нужно проходить и который позволит диагностировать какие-то, в том числе и онкологические заболевания на ранней стадии. Есть такой рак, да, который обнаруживается только на последней, допустим, стадии, да? Вот вы скажите, на что мы можем обратить внимание, на что обследовать, что не сразу обнаруживается, не на первой стадии обнаруживается? Достаточно трудны для диагностики это рак поджелудочной железы, тот же самый рак легких. Вот то, что мы говорили про флюорографическое обследование органов грудной клетки, это обследование, оно позволяет диагностировать только, так скажем, рак, периферический рак легких, одна из его разновидностей. А нужно сказать, что зачастую пациент к нам приходит уже бывают и такие ситуации, что стадия болезни, к сожалению, запущенная, то, что мы уже говорили в начале вот этого разговора, этой прямой линии, так называемый рак без первичной локализации. То есть тогда, когда мы имеем дело с отдаленными метастазами, но саму первичную опухоль, даже после наитщательнейшего обследования, даже тогда, когда мы знаем, что где-то какой-то рак у человека в каком-то органе есть, мы этот рак, к сожалению, найти не можем. Мы видим отдаленные метастазы, иногда и множественные метастазы, а саму первичную опухоль, которая явилась причиной вот всего этого безобразия, найти не можем.
Даже проведя наисовременнейшие там и компьютерная томография, и магнитно-резонансная томография, все эндоскопические обследования, но опухоль, она настолько мала, что не поддается на сегодняшний день вот этим всем методам диагностики, но тем не менее она сделала свое черное дело, и вот. Значит, поджелудочная, легкие и еще что? Ну и, в общем-то, достаточно коварен это рак яичников. Целесообразно делать и ультразвуковое исследование органов малого таза женщинам возрастной группы, уже старше 30 лет, 35 лет, УЗИ органов малого таза раз в год. Почему? Ну, с чем в основном обращаются женщины при локализации опухоли рака, ну, при раке яичников? С тем, что у них начинает расти живот. То есть вырабатывается жидкость, астетическая раковая жидкость в брюшной полости. Женщины начинают, все это происходит постепенно, достаточно длительное время. Они сами этого не замечают. Часто им окружающие говорят, которые их, может, даже какое-то время не видели, а что у тебя живот-то вырос? Вот, и женщина начинает обследоваться. То есть рак яичников тоже достаточно коварный рак, он течет бессимптомно. Вот, и когда уже пациенты обращаются, то это уже такой, пусть это будет еще не запущенный рак, не имея отдаленных метастазов, но тем не менее трудно диагностики рака яичников тоже. Дети 12, школьного возраста, им тоже необходимо удаление делать на такие обследования, кроме флюорографии? Детская онкология это достаточно такая специфичная область. Тут, я думаю, более уместно будет непосредственно специалистам, врачам, детским онкологам есть такая специальность. Да, но если говорить про раки, то рак это именно злокачественная опухоль из эпителиальной ткани, то раком дети болеют очень-очень-очень редко. У них свои другие формы злокачественных новообразований, это в основном саркомы, то есть опухоли ткани, опухоли мышц, опухоли костной ткани, тоже злокачественное новообразование, но не раки. А скажи, пожалуйста, атопический дерматит, если он появляется часто, сильное обострение идет, это может служить для меня сигналом того, что ребенка нужно срочно проверять, именно на раковые клетки? Я думаю, нет. Думаете, нет, да? Хорошо, спасибо большое. Алло? Да, пожалуйста. До свидания. До свидания. Давайте продолжим. Да, про прививки. Прививки. Нет, не продолжим. Прямая линия, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Оксана, мне 35 лет. Хотела бы узнать, как понять, что мне уже надо идти на диагностику онкозаболеваний и куда обращаться? Оксана, откуда звоните? Из Сыктывкара? Из Сыктывкара звоните? Да. Пообщается с вами сейчас кто? Определитесь. Значит, с вами сейчас пообщается Вадим Викторович Торлопов, врач-онколог Республиканского онкологического диспансера. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, Вадим Викторович. Значит, мы уже говорили о том, что в первую очередь, конечно, в диагностике всех онкологических заболеваний первое решающее значение имеет именно диспансерное наблюдение в смотровых кабинетах, у докторов по месту жительства. При наличии каких-либо симптомов, которые, в общем-то, могут сигнализировать о злокачественном процессе, если говорить о молочных железах, то это наличие каких-то уплотнений в молочных железах, или, может быть, какие-то боли в молочных железах, особенно связанные с месячными, то это, конечно, стоит обращаться с такими симптомами к докторам по месту жительства. В том числе, если у вас есть какие-то родинки на коже подозрительные, или если появляются какие-то новые элементы на коже, допустим, после отпуска, проведенного в южных широтах, это тоже, в общем-то, повод обратиться. Особенно, но в том числе еще хотелось бы добавить, что онкологические заболевания все-таки это заболевания возрастных категорий, групп. То есть в вашем возрасте, в принципе, риск заболевания минимален.
Вот, и поэтому, в принципе, волноваться нечего. И желательно просто проходить плановый досмотр по месту жительства и смотровых кабинетов. Этого достаточно, И этого да? вполне будет достаточно. Да, да. Спасибо вам большое. Пожалуйста, всего доброго. До свидания. Про прививки? Да. Значит, про прививки. В общем, у нас это только не то чтобы так сказать, внедряется, мы об этом знаем, в какой-то степени пропагандируем, но государственной поддержки вот этого еще на сегодняшний день ни у нас, ни где-либо в других территориях нет. В странах, где считают деньги, после, ну там, не знаю, какие-то обследования, наверное, исследования были проведены, и была доказана эффективность как раз вот этих вот прививок, которые могут предостеречь, уберечь, предотвратить такое грозное заболевание, как рак шейки матки. Они бывают разных производителей, там, и разные по количеству вирусов, от которых можно получить эту прививку, но тем не менее это дело стоящее, и если есть такая, так сказать, материальная возможность, то что это дело не из дешевых, то лучше девочек прививать. Это до начала половой жизни, ну там, не знаю, 8, 10 или сколько-то лет. Именно как лечебная процедура, когда уже развился рак шейки матки или имеется инфицированность вирусом папилломы человека, эффективность этих прививок, она, в общем-то, не доказана. А в некоторых странах прививают еще и мальчиков. То есть вот такое. У нас в России вроде бы это, не знаю, в таком порядке полуофициальном или еще что-то, по-моему, в Московской области какой-то опыт вот по этой части имелся, ну, дальше дело не пошло. Какая-то была или губернаторская программа, или еще что-то такое, но там, где страховые компании уже работают давно, опыт положительный, и лучше потратить эти деньги сейчас, чем потратить гораздо большие деньги на лечение рака, ну и, соответственно. То есть у нас приобрести можно? Да, это на базе, не знаю, перинатального центра или центра планирования семьи, они этим делом занимаются, прививают, там. Так, у нас вопрос, Лидия Яковлевна из Эжвы. Слушаем вас. Здравствуйте. В Эжевском районе нет онколога. Где взять направление, чтобы пройти обследование? Значит, с вами, Лидия Яковлевна, сейчас пообщается кто? Денис Александрович Лужков, исполняющий обязанности заведующего поликлиническим отделением Республиканского онкологического диспансера. Лидия Яковлевна, здравствуйте. Здравствуйте, Александрович. Вот у меня такой вопрос. Я с Эжевского района. Онколога у нас нет. Где взять направление, чтобы пройти обследование? А вы живете в Эжеве и относитесь к Эжевской поликлинике. Я правильно понял вас. Да-да. Ну, в Эжевской поликлинике там онколог есть, там принимает наш доктор, зовут его Ширакин Владимир Николаевич. Вот. Сейчас он временно находится в отпуске, и на период его отсутствия вам необходимо будет в таком случае обратиться к своему терапевту, опять же, чтобы он уже вам выписал направление, и если на это действительно есть необходимость. Так, терапевт пишет направление, да? Алло. Терапевт направление выдает. Направление к нам, да. Пишет терапевт. Да. Направление, значит, взять терапевта. Да. А вы по поводу чего хотите обследоваться? По поводу какого заболевания? Онкология. А поконкретнее? Ну, вот у вас есть реклама. Чтобы не заболеть, придите обследовать. Вот я решила прийти обследоваться. Я кашляю по апреле месяце. Лечусь, толку нет, это кажется, это сухой, это не сухой. Я хочу провериться. Может быть, у меня же легкие там сгнили наполовину. Лидия Яковлевна, а вы у пульмонолога-то обследовались со своими жалобами? Я к пульмонологу не ходила, потому что управление никто мне туда не давал. Лечение только вот меняют таблетки, вот такие, я буду своим методом лечусь. Веры нет абсолютно в медицине в этом плане. Потому что возраст уже такой 75 лет, она смотрит это, как
Лидия Яковлевна, ваши действия нужно будет сходить к терапевту еще раз, и чтобы он посмотрел все те обследования, что вы прошли, и уже на основе их дал заключение. И если там действительно есть какие-то проблемы, уже отправил к нам в онкодиспансер. Хорошо, спасибо. Ну, по поводу рекламы, вот эта социальная реклама, что сейчас на местных каналах, это дело, конечно, хорошее, нужное.